Тетя Мунира, ой, вы еще не начали? Тетя Мунира! Лалка! Ой, что случилось? Куда вы так торопитесь? как хорошо, что мы успели. Уж мы так торопились. Куда вы торопились, дорогие мои? Что случилось? Как? Куда? Мы же вчера сказку не дочитали. Верно. И очень боялись, что вы начнете без нас. Да. Нет, дорогие мои, никто без вас ничего не начнет. Здравствуйте, мои маленькие друзья. Здравствуй, Лолочка. Здравствуйте, ребята. Азиз, ой, так неудобно получилось. Да. Мы с тобой так спешили, что чуть не забыли поздороваться. Извините нас. Здравствуйте, ребята. Самое главное, что вы вовремя это поняли и справились. А сейчас хочу спросить, а чем мы вчера читали? И где мы остановились? Какую сказку? Мы читали сказку «Бременские музыканты». Верно. Ее написали братья Гримм. Да? Они, наверное, очень любили животных. Да, Верно. В своей сказке они спасли ослика, кошку, кота и петуха. Ой, да, собачку собачку, еще. да. Собаку и петуха. Вот. Верно, Лолочка, верно. Как спасли? Братья Гримм спасли? Да ты что, братья Гримм? Да, братья Гримм так повернули сюжет, что бедные животные спаслись от своих нерадивых хозяев, которым стали больше не нужны. И они поехали в город Бремен для того, чтобы стать музыкантами, вот, и играть на разных музыкальных инструментах. Молодцы, ребята, молодцы. Ребята, а вы знаете, что город Бремен на самом деле существует? Да? Что это не выдумка? Да? Да, ребята, он существует. И расположен он в Германии. Да. Жители города Бремена очень гордятся своими сказочными персонажами, потому что они прославили город на весь мир. И вот уже 70 лет в центре города стоит памятник нашим, сказочным музыкантам. Здорово! Да, они гордятся, и это считается символом города. А скульптор этого памятника Герхард Маркс. Кто? Герхард Маркс. Наверное, каждому, кто проходит мимо этого памятника, напоминает о том, что надо бережно относиться к животным, которых мы приручили, да? Верно. Да. Ведь они не обладают речью, они не могут нам говорить, когда им нужна помощь. Ага. Французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери в сказке «Маленький принц» сказал: «Мы навсегда в ответе за тех, кого приручили». Ух ты! Верно. Хорошо сказал. Хорошо сказал. Верно. Ребята, а вы знаете, что означает слово «приручить»? Ой. Так вот, если вы не знаете значение слова, то загляните в толковый словарь, и он вам обязательно поможет. Ага. Вы поняли? Приручить, сделать ручным, послушным. Верно. Приручиться, стать ручным, привыкнуть к человеку. Молодцы. Кого мы можем приручить, а? Ну, приручить. Я думаю, что самый верный друг человека – это собака. Да. Более 20 тысяч лет назад человек приручил собаку, и она стала самым надежным другом. Собака стережет дом, предупреждает о приходе гостей, да, спасает людей. Да. А еще самое важное и ценное в отношениях животного и человека – это то, что они друзья. Да. То есть нет, мы друзья. Да, а еще верный помощник человека с древних времен – это кошка. Верно, кошка. Да. Вы знаете, что существует много примет, связанных с кошками? Да. А какие?
Например, в Германии говорят, кто кошку побьет, счастья в жизни не найдет. Ух ты! Да, а во Франции, если кошка сама приходит в дом, надо ее хорошо принять, и она принесет счастье. Ой, Да, А еще кошка лучший друг моряков в дальнем плавании. Они смягчают тоску о доме. верно, верно. А еще кошка хороший лекарь. Да, она ложится на больное место, и боль уходит, снижается давление, уходят тревоги. Да. Тревоги? Тревоги? Ой, тревоги. Странно. Азиз, Да. меня все время что-то тревожит. Ты не знаешь почему? Ой. Я знаю, Лолочка. Тебя со вчерашнего дня тревожит, что же случится дальше с нашими сказочными персонажами. Ой-ой-ой, да. Точно! Тетя Мунира. А когда продолжим? Да, мы вчера оставили наших героев одних в темном ночном лесу. В лесу? Да, в лесу. Я Страшно. Ребята, я думаю, самое время сейчас продолжить наше чтение и узнать, чем закончится наша история. Согласны? Да. Ну хорошо. Согласна. Слушаем внимательно. Внимательно. Шли они, шли, и вот настала ночь. Осел и собака легли под большим дубом, кот сел на ветку, а петух взлетел на самую верхушку дерева и стал оттуда смотреть по сторонам. Смотрел и увидел. Светится невдалеке огонек. «Огонек светится!» – кричит петух. Осел говорит: «Надо узнать, что это за огонь. Может быть, поблизости дом стоит?» Собака говорит: «Может, в этом доме мясо есть? Я бы поела». Кот говорит: «Может, в этом доме молоко есть? Я бы попил». А петух говорит: «Может, в этом доме пшено есть? Я бы поклевал». Встали они и пошли на огонек. Вышли на поляну, а на поляне дом стоит, и окошко в нем светится. Осел подошел к дому и заглянул в окошко. «Что ты там видишь, осел?» – спрашивает петух. «Вижу я», – отвечает осел. «Сидят за столом разбойники, едят и пьют». «Ох, как есть хочется!» – сказала собака. «Ох, как пить хочется!» – сказал кот. «Как бы нам разбойников из дома выгнать?» – сказал петух. Думали они, думали и придумали. Осел тихонько поставил передние ноги на подоконник, собака взобралась на спину осла, кот вскочил на спину собаки, а петух взлетел на голову кота. И тут они разом закричали: осел по-ослиному, собака по-собачьи, кот по-кошачьи, а петух закукарекал. Закричали они и ввалились через окно в комнату. Испугались разбойники и убежали в лес. А осел, собака, кот и петух сели вокруг стола и принялись за еду. Ели-ели, пили-пили, наелись, напились и спать легли. Осел растянулся во дворе на сене, собака улеглась перед дверью, кот свернулся клубком на теплой печи, а петух взлетел на ворота. Потушили они огонь в доме и заснули. А разбойники сидят в лесу и смотрят из чащи на свой дом. Видят, огонь в окошке погас, темно стало, и послали они одного разбойника посмотреть, что в доме делается. Может, зря они так испугались? Подошел разбойник к дому, отворил дверь, зашел на кухню. Глядь, а на печи 2 огонька горят. «Наверное, то угли», – подумал разбойник. «Вот я сейчас лучинку зажгу».
Ткнул он в огонь лучинкой, а это был кошачий глаз. Рассердился кот, вскочил, зафыркал, да как цапнет разбойника лапой, да как зашипит. Разбойник в дверь, а тут собака его за ногу схватила. Разбойник во двор, а тут его осел копытом легнул. Разбойник в ворота, а с ворот петух как закричит: «Кукареку!» Кинулся разбойник со всех ног в лес, прибежал к своим товарищам и говорит: «Беда! В нашем доме поселились страшные великаны. Один мне своим длинным пальцем в лицо вцепился, другой мне ножом ногу порезал, третий меня по спине дубиной стукнул, а четвертый закричал мне вслед: «Держи вора!» «Ох!» — сказали разбойники, «надо нам отсюда поскорее уходить». И ушли разбойники из этого леса навсегда. А бременские музыканты, осел, собака, кот и петух, остались жить у них в доме, да поживать. Вот так закончилась наша история о бедных животных. Ой! Да, видите, ребята, невозможное может стать возможным, если вы объединились с единомышленниками, как наши персонажи. Вот их хотели убить собственные хозяева. Ой. Они вовремя сбежали и поселились в лесном домике. Ой, ага. И даже в старости можно найти свое место, если не сдаваться. Верно. Ага. И не всегда может все идти по плану, но, возможно, это даже и к лучшему. Вот, например, наши животные хотели стать музыкантами в городе Бремен, петь, танцевать, играть на разных музыкальных инструментах. Верно. А в итоге остались жить в доме разбойников. Да. Верно, ребята. Вот так здорово раскрывается смысл нашей сказки. Да, что нельзя быть жестокими к животным. К сожалению, многие люди сейчас проходят мимо бездомных животных и даже порой обижают их. Да. Да. Вот, нельзя, ребята. А вам я хочу пожелать, чтобы вы не закрывали свои чуткие и маленькие сердца. И не были равнодушными к животным. Хорошо. Да. Ребята, а хочу спросить вас, когда вы встречаете на улице бездомных животных, что вы делаете? Мы? Да. Ой, я иногда боюсь. Вот. Ой. Ты тоже? Ну, как сказать? Да? Нет, ребята, не нужно бояться. Сейчас во всем мире бездомных животных отлавливают и помещают их в приюты. Да? А в приюте им очень хорошо. Ой. Там создают им все условия, кормят, их поят, убирают. А если холодно, то значит должны создать и тепло. Да? Да, животных там лечат, делают им прививки, да, чтобы не было никакой эпидемии. Да, это ребята. хорошо. Да. Да. А вы знаете, что такое приют? Кошачий и собачий приют, да. Но это, наверное, там, где содержат животных. Ой, наверное. Да. Верно, верно. Это помещение, это такие клетки, где их содержат и смотрят за ними. И если, ребята, вам родители не разрешают завести питомца в доме, то вы можете спокойно прийти в приют и поиграть с этими животными. Да. Как хорошо! Вот предположим, ребята, вот породистая собака или кошка стоит очень дорого. Да, очень Да. дорого. А вы можете прийти в приют и совершенно бесплатно взять себе любимца в дом. Ой, ой, хорошо. Тетя Мунира, Да. а если все-таки нет приютов, и бездомные животные встретились нам на улице? Да. Что Вот тогда? Да, вот как тогда быть? Да. Что делать? Самое главное, ребята, не надо бояться. Но если вам встретились агрессивные лающие собаки, то просто нужно обойти стороной. Ой, Да, но не бояться. понятно. А еще, мои хорошие, если вы на улице погладили бездомное животное, то обязательно потом нужно вымыть руки с мылом. Да, мыть руки понятно. с мылом. Обязательно. Обязательно, Да, да. обязательно. Ребята, Да.
Ну хорошо, если вы сможете разобраться. Это бездомное животное потерялось, которое и привыкло к улице. Ой, если собака потерялась, то она себя ведет неуверенно, да, испуганно. Ой. Да. Да, и вот так, ребята, послушайте, если вы нашли бездомное животное, которое вы считаете, что оно потерялось, то значит, напишите объявление, на какой улице видели, в каком районе, Хорошо. какой окрас у животного, и если вы знаете, какая порода. Хорошо. Хорошо? Да. А также, ребята, заглядывайте в объявление о потере домашних животных. Хорошо, спасибо, тетя Мунира. Мы все поняли. Да, поняли. Спасибо. Да, ребятки, к сожалению, сейчас многие взрослые закрыли свои сердца, проходят мимо животных, даже и порой обижают их. Ой, как А нехорошо. вам, мои маленькие друзья, я желаю, пока еще ваши маленькие, но очень чуткие сердца, откройте их и посмотрите животным в глаза. И тогда вы все поймете, как они нуждаются в нашей ласке и заботе. И я думаю, от этого мир еще станет чище и добрее. Да, обязательно. Ну что, мои хорошие, пришло время прощаться? Да? Да. Ой, как жалко. Ну что, ничего не прощаемся? поделать. Да, прощаемся. До свидания, ребята. До свидания! До свидания, мои маленькие друзья, а также и родители. До свидания.